Салам, hurmatlı vatandaşlar. Здравствуйте, дорогие туркменистанцы. Сегодня наш гость, бывший топ-чиновник, сейчас я вам прочту все его регалии. Так, это эксперт по центральноазиатской экономике. Значит, Анадурды Хаджиев, он регулярно делится компетентным мнением о туркменской экономике и с такими серьезными изданиями, как Институт войны и мира, Радио Свободы и прочее. Вот в рамках нового контента мы вам предлагаем все-таки начать с обсуждения выступления Сапара Иклимова, которое было 29 апреля, и ответить на вопросы, которые значит, поступают от нашей аудитории. Анадурды, мы оба экономисты. Так, я закончил тоже, значит, экономический факультет планирования промышленности, работал в Центральном статуправлении в отделе промышленности, вплоть до ведущего экономиста. Ты еще во время СССР прошел все, ты тоже закончил, у тебя тоже экономическое образование, ты тоже во время СССР прошел все ступени банковской системы СССР. И в 1998 году завершил карьеру заместителем Центрального банка Туркменистана. Значит, наш разговор пойдет об экономике страны. Здравствуй, Анадурды. Здравствуйте, Гельдей. Прежде чем начать нашу беседу, я бы хотел узнать, какое образование имеет наш оппонент. У Сапара Иклимова такое же экономическое образование, как у меня. Он закончил планирование промышленности, насколько я помню, на год или на два позже меня. Так, да, и это Туркменский государственный университет. А у вас какое экономическое образование? Я тоже экономист, по специальности финансы и кредит. Давай поговорим о том, каков круг обязанностей в роли заместителя Центробанка, Государственного Центробанка страны. Будучи заместителем председателя Центрального банка, я курировал денежное обращение, налично-денежный оборот, эмиссию, инкассацию, гохран, компьютеризация и программирование и другое. Ну вот господин Иклимов, будем его так называть, он же Халмуратбай говорит, мы будем называть его господин. Он обещает социальное государство в случае смены режима после, значит, Бердымухамедова. Он озвучил цифры в долларах, рассуждая о социальной помощи детям, малоимущим, пенсионерам, инвалидам, значит, о пособиях для малоимущих семей, детям и другим незащищенным слоям населения. Что думаете об этом? Отрадно, что наш коллега нацелен на социально ориентированное государство. В подобном государстве действуют различные механизмы поддержки населения. Учитывая закрытость Туркменистана и недоступность реальной статистики, есть опасность прослыть популистом, давая обещания и называя ничем не обоснованные цифры. Как можно, не зная конкретики, обещать пособие в $100, а другой может предложить 200, третий вообще 500? Откуда? С неба? Такой подход вводит молодежь в заблуждение. И население в целом. Мы уже прошли через подобное, когда каждому из нас обещали по 3 ключа. Мне, как экономисту, непонятно, откуда взяты озвученные цифры, на основе каких расчетов или критериев, сможет ли экономика потянуть эти расходы. Сидя вдалеке от страны, не зная реальной картины состояния экономики, я бы не осмелился так говорить. Безответственно как-то. То есть? Во-первых, для начала нужно уточнить, каков у страны бюджет. Реальный, внешний и внутренний долг. Во-вторых, какова численность населения, нуждающегося в помощи. В-третьих, определить такие показатели, как минимальный прожиточный уровень.
и минимальный размер оплаты труда с учетом ВВП на душу населения. Для этого вы, как экономист, работавший в органах статистики, понимаете, необходимы достоверные цифры, правдивая статистика, а уже затем, исходя из этих показателей, определить все социальные выплаты. Уточнив все это, можно принимать законы или положения о социальных выплатах с учетом жизненных потребностей всех категорий и слоев населения, чтобы это не было популистские бумажки. Социальная система должна быть дифференцированной, иначе мы создадим социальное неравенство. Заметьте, я не стал приводить примеры развитых стран, где подобные системы работают десятилетиями. Еще раз повторюсь, просто так взять и сказать «буду платить столько-то» без анализа состояния самой экономики – это от лукавого. Вот Сапар Иклимов рассуждает об эмиссии. Вы, как непосредственный участник введения туркменского маната, что скажете об этом? Знаете, что странно? Сначала было озвучено пособие в долларах, затем вдруг заявляет, что пособие будет выплачиваться в манатах. Причем на вопрос, откуда возьмутся деньги, предлагается эмиссия. Возвращаемся в прошлое, в башизм. Вы правильно отметили. Я прошел все ступени банковской деятельности. Экономист, старший экономист, начальник кредитного отдела, начальник управления эмиссионных кассовых операций. Дважды по полгода и более проходил стажировку в Госбанке СССР, затем в Швейцарии и Германии. В курсе, как устроена финансовая, денежная кредитная система государства. Что такое эмиссия наличных денег? Как она происходит? На основе каких расчетов? Знаю не понаслышке, сам проводил ее. Наш оппонент утверждает, что экономика Туркменистана не работает нормально, нет производства товаров и услуг, и как решение социальных программ предлагает эмиссию. Даже студент в курсе, что выпущенные наличные деньги должны быть обеспечены золотом, либо валютными резервами, производственными товарами или оказанными услугами. В его случае эмиссия без учета всего этого – катастрофа. Что получится? Неизбежно появится излишек денег. Это приведет к обесцениванию маната. Последует инфляция, потом гиперинфляция, а затем и галопирующая инфляция. Деньги просто превратятся в фантики. Как итог – деноминация, а затем дефолт. Неужели он не понимает, к чему это приведет, если он взял на себя ответственность за макро- и микроэкономики страны? Измученный народ ждет спасителя от того, что натворили два диктатора, и готов верить любой ерунде, пустословию. Оппонент в своих выступлениях повторяет, что богатства должны принадлежать народу, но нет конкретики. Вообще умалчивается, на что пойдет валюта от продажи газа, нефти, хлопка и других экспортных товаров. Опять спрячьте от народа и будете тратить по своему усмотрению. Взамен Ниязовской и Бердымухамедовской семье создадите новую коррупционную семью и продолжите грабить народ. Оппонент, не являясь специалистом по банковскому делу и финансов, не разбираясь в вопросах эмиссии, предлагает абсурдные шаги. Понимает ли он, что в его схеме у Центробанка Туркменистана не будет реальных шагов по поддержанию национальной валюты, а черный рынок валюты будет процветать? Незачем лезть туда, куда знаний не хватает. Видимо, эти заявления для манипуляции простыми людьми, игра на их образовательном уровне и незавидном социальном положении, проще говоря, очередной обман населения. В завуалированной форме, да. Причем впоследствии виновником краха подобные спецы назначают Центробанк и его специалистов,
а малообразованные депутаты будут на каждом углу вопить и внушать народу, что это виноваты банковские служащие. Мы уже проходили и сейчас наблюдаем то же самое. А почему вы спросили об образовании Сапармурада Иклимова? Все мы, туркменские экономисты, имея одну школу, одних и тех же преподавателей, и меня несколько смущает непродуманное заявление человека с экономическим образованием. Видимо, в политике так принято. И вообще, я бы предупредил политиков не трогать экономику. Оставьте ее специалистам. Не то доведете ее до ручки. Кстати, у него в интервью довольно часто иногда пестрят ссылки на политических проституток. Спасибо вам за разъяснение. Я надеюсь, что мы еще продолжим нашу беседу в подобном формате, чтобы наши слушатели и читатели могли расставить все точки над «и». Например, раз или два раза в месяц. Пожалуйста, всем готов помочь. Всем туркменистанцам готов разъяснить многое. То, что они не понимают, и то, что они не в курсе самых простых истин. Ну, давай поблагодарим всех наших слушателей. Халкın hakkı var. Народ имеет право. Adan yolu, atlanali